Когда с глухим сливаясь гулом, предтечи бури гром гремел, как часто пленник над аулом недвижим на горе сидел. У ног его дымились тучи, в степи взвивался прах летучий. Вот так я учил стихи раз в жизни, и кончилось это нашей свадьбой, помнишь? Но европейцев все внимание народ сей чудный привлекал. Меж горцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитание, любил их жизнь и простоту, гостеприимство, жажду брани. Когда с глухим, сливаясь гулом, притечи бури, гром гремел, как часто пленник над аулом, недвижно на горе сидел, у ног его дымились тучи. О, уже приюта между скал олень испуганно искал. Не задерживайся, пожалуйста. Отдашь сыр и сразу домой. Угу. Отец опять поздно вернется. Покали до его прихода немного. Они совсем легко колятся, а ему будет приятно. Не понимаю, для чего нам дают каникулы? Чтобы мы отдохнули, набирались сил. Знаешь, сколько нам теперь задают по новой программе? Правильно. Вот и отдохни немного от этой книжки. Ты ее совсем из рук не выпускаешь. Ты же знаешь, отец с утра до ночи на участках. Некогда ему. А дрова ходить мешают, во двор не войти. Вернусь от геологов поколю. Трудно, что ли? Сыр несу, не видишь, геологам. А это что такое? Это тебя не касается. Опять Пушкин. Ага, все ясно. В учиху влюбился. Но друзей тебя... Дурак! Зачем тебе это нужно? Ты же слышал, что она Пушкина любит. Ты что, лучше Пушкина? Да? Здравствуйте. Здравствуй. Вот сыр принес. Спасибо за сыр. Ну-ка. Почем за килограмм, если не очень соленый? А кто продает? Отец прислал геологам. Отец? А кто твой отец? Лесник. Лесник. Ах, вот оно что. Как же помню. Он нам тут так рассказывал про свои горы и леса. Поэт, да и только. Заслушались все. Особенно наши лаборантки. А вы что тут? Поваром, что ли? Поваром? Почему ты так решил? Ну, нога у вас. Это верно. Только ведь хромым-то я не родился. Война. Зачем я тебе это говорю? Что ты в этом понимаешь? Как же, понимаю. Знаю. Я все фильмы про войну по телевизору видел. И в школе мы уже проходили. В
школе войну проходили. По телевизору. Что это ты читаешь? Ну-ка. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мученьем лобзать уста молодых армиц, или розы пламенно клонить, или перси, полные томленьем. Нет, никогда порыв страстей так не терзал души моей. Когда-то я Онегина знал наизусть. Всего-всего. Конечно, всего. А за сколько вы выучили? Я, брат, спешил, очень спешил. Дело в том, что девушка, которую я любил, могла читать стихи целыми днями. Только она их помнила. Я решил доказать ей. Учил, как попугай. Потом только стал кое-что понимать. А ты что, тоже хочешь выучить? Я бы выучил, только слов много незнакомых. Вот что такое перси? Перси? Как бы тебе это объяснить? Ну, это у женщин, одним словом. Аланит. Уж меркнет солнце за горами, вдали раздался шумный гул, народ с полей идет в аул, сверкая светлыми косами. Пришли в домах. Последний урок в этой четверти. Я читаю вам Пушкина, которого люблю больше всех на свете. А ты, Коцлав, ну что ты все пишешь и пишешь в этой тетрадке? Чего особенного? А все-таки что в ней? Стихи Стихи? Чьи стихи? мои. Твои? Ты пишешь стихи? Прости, я не знала. Я хотела бы посидеть с тобой, если позволишь. Почитай, пожалуйста, что-нибудь свое. Я помню море пред грозой, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередой, с любовью лечь к ее ногам. Приехали мы в город рано утром. Ты меня слушаешь? Слушаю. Приехали мы в город утром, а кругом одни разговоры. Война. Что делать? Пошли мы в военкомат разузнать. Так, мол, и так. Геологи, ждем инструкций. Вручили нам повестки и на фронт. А вы кем на войне служили? Артиллерист. Батареей командовали? Точно. Так и не пришлось мне возвратиться в эти места. Вон там наша хижина стояла, красивое ущелье, пещера, родник рядом. Нас туда один парень привел в ваших мест. Он у нас и проводником, и переводчиком был одновременно. А, знаю я. Это тоже отцовский участок. Пещеру знаю. Пещера есть, а родника там нет. То есть, как нет? Хорошо помню. Метрах 20 от пещеры родник. Пещера есть, а родника нет. Может, не то место? Это место. А, просто вода в роднике кончилась. Кончилась вода. Надо же. Уж меркнет солнце за горами. Вручили
повестки и на фронт. Так и не пришлось мне возвратиться в эти места. Народ с полей идет в аул, сверкая светлыми косами. Пришли, в домах зажглись огни. Встретить бы мне того проводника. Интересно, узнали бы мы друг друга. А в чем она, извините меня, уважаемые, с учениками на велосипеде катается? Когда-нибудь раньше вы такое видели? Эй, раньше нам не до велосипедов было. Что об этом говорить? Ты что, не согласен со мной, Ибрагим? А? Нет, не согласен. Почему? Незачем. Молодой девушке и летом, и зимой ходить в ватных штанах. Как некоторые. Эй, мальчик! А ну-ка иди сюда. Куда? Быстро, быстро. Сколько уже за этим бездельником наблюдаю, все крутится вокруг нас, крутится. Ты кто такой? Котслова сын. Почему без дела болтаешься? Дома работы нет. Воды принести, дров наколоть. Отец твой днем и ночью в лесу работает. Или ты решил, время твое пришло? Тогда садись с нами, пожалуйста, не стесняйся. Я по делу, мне поговорить надо. Говорить со мной? С Ибрагимом. Со мной? Говори. Я слушаю. Здесь не могу. Разговор секретный. У него от нас секреты. Ну и молодежь. Пойду, пожалуй. А то потом совсем не разогнусь. Будь осторожен, Ибрагим. А то, наверное, хочет твою внучку поспать. Останови-ка, пожалуйста. Здравствуй, Ибрагим. Здравствуй, Махар, дорогой. Далеко собрались? Садитесь, подвезем. Нет, нет, Махар, дорогой, спасибо. Куда я со своей поясницей? Не беспокойся, мы тут недалеко. Прогуляемся с Коцловым по одному секретному делу. А, Коцлов-младший? Ты, наверное, весть твоего отца покою никому не даешь. А? Ну, застесняться, а? Вот здесь он у меня сидит. То одно ему для своего леса надо, то другое. И обязательно его мотоцикл должен выскочить передо мной. Ну, до свидания. Поговорим с тем человеком и сразу вернемся. Что мы ему скажем? Я просто так спросил. Думал, может, кто-нибудь из нашего села с ним до войны работал. Привел бы его к Петровичу. Он бы обрадовался. А так зачем идти? Часа 4 потеряем. Когда не по своим делам идешь, дорога всегда
длиннее кажется. Поговорить с тем человеком надо. Может, он и нам обрадуется. А проводник, который с ними работал, мог и не из нашего села быть. Если бы он имя его хоть запомнил. Нет, не помнит, я спрашивал. Видел сегодня вашу новую учительницу, которая с вами на велосипеде катается. Да? Лучше любого из нас гоняет. Что ты говоришь? А вот моя Ольга 70 лет прожила на свете и на велосипеде не каталась. Разве это справедливо? Слушай, а может, подарить ей велосипед? Что поделаешь? Годы бегут, время уходит. Да, Кто сейчас догадается, что я шахтер, забойщик? а я последние 2 года в лавке дорабатывал. Бумагами в основном шелестел. Эй, так они мне опротивили, еле дождался пенсии. А сюда зачем приехал? Знакомых повидать захотел. Нет, знакомых у меня тут нет. А Аслан говорил, был один. Проводником у вас работал. Верно, шурфы с нами копал, проводником был. Вот как имя его не помню. Забыл. Помню, в серой папахе ходил. Ха-ха, у нас все в попахах ходили. Раз знакомых не ищешь, значит, молодость свою приехал искать. Не знаю, что на меня нашло. Весна, наверное, виновата. Она на геологов, как на перелетных птиц, действует. Зиму промыкался один в пустой квартире без дела. А весной узнал случайно, что сюда одну группу посылают работать. Именно в это место. Ну, бросил все и... Брать, конечно, не хотели. Со скандалом. Спасибо, товарищ из главка помог. Ну вот и занимаюсь, чем придется. Да и не жалею. В 41-м я тоже весной сюда приехал. Квартиру обещали осенью. Ну, жену с детьми пришлось матери в Одессу отправить. Несколько писем тогда от них здесь получил, и те пропали. Фотографий тоже не оказалось. Посолить? Да-да. Топ-топ. Хватит? Угу. Новую семью так и не завел. Молодой ведь еще был. Знаете, как геологи. Болтался от тоски по самым глухим местам. Годы-то и пролетели. Да и не мог я. Все ждал, надеялся, встретимся. Искал. Да, после демобилизации сразу туда, в Одессу, поехал. Никого не нашел. Ну, знакомых, соседей спрашивал. Что говорит? Спрашивать, собственно, некого было. Там от всей улицы ничего не осталось. Ай-яй-яй. Да. Если бы они были живы, нашли бы меня. Раньше думал, там человек родился, одна судьба. Здесь родился другая. А у нас у всех одна судьба оказалась. Сами ее выбирали. Пришлось нам эту черную пропасть
своими жизнями заполнять, чтобы они могли на другую сторону перебраться, до краев заполнили. Ни о чем не жалею, ни о чем. Только одно я прозевал. Надо было 10-20 детей завести назло этой войне. Но поздно я об этом догадался. Хорошо, что мы к нему пришли. Он бы без нас пропал сегодня. Вот видишь, какая разница, знал ты человека раньше или не знал. И ему было приятно. И я не жалею, что с ним познакомился. Ты иди быстрее, не жди меня. Мать, наверное, уже беспокоится. Я дойду потихоньку. Иди, не жди. Я и так уже дома. Везде тут мой дом. Так, наколешь и уберешь все. Понял? Ты же у меня тут самый главный. Но со двора, чтобы не ногой. И матери помогай. Понял. Что тебе так весело? Разбаловали парня. Вот он и шатается целыми днями. Хватит. Хватит. Скоро кофе ему в постель подавать будешь. Нет, я вам серьезно говорю. Если он сегодня со двора выйдет, смотрите тогда у меня. Зови завтракать. Аслан, иди завтракать. Не хочу еще, попозже. Иди, пригласи. Видишь, он без особого приглашения не может. Идем завтракать, сынок. Нет, я потом. Пойдем, он уже не сердится. Сон сегодня видел. Сон? Угу. Какой сон? Бабушка Машу в реке купалась. Плывет и рукой мне машет. А я на берегу. Ну? Она зовет меня, а я испугался и убежал. А она? Уплыла. Когда мы к Машо поедем? Ты мне целый месяц обещаешь. Что о нас люди подумают? Но ты же знаешь, что у меня сейчас в лесу творится. Участки под орех не готовы. Дорогу не закончили. А к Машо на 5 минут не поедешь. Машо в реке купалась. И Аслана звала к себе. Может, она заболела. Вечно тебе что-нибудь приснится. Ну что мне теперь? Работу бросить? В том-то и дело, что не мне приснилось, а Аслану. Так. Позови его. Аслан, отец зовет.
Поедешь к Машо, скажешь бабушке, что мы все через несколько дней приедем. Помоги ей. Там работы хватит. И не сиди все время за столом. Я знаю. Машо обрадуется, всех кур тебе перережет. Понял? Ну? На бреке. Угу. Ха? Давай. Конечно, раз в нашем селе этого человека нет, надо ехать к Машо. Вот она обрадуется. Они с Верой лучше всех меня понимают, если объяснить хорошо. Учились бы они со мной в одной школе, вот было бы здорово. Тетя Машо! Тетя Машо! Вам гость! Это Аслан. Я его сразу узнала. Вон, видишь? Вкусно? Кушай. Ну, привел ты Ибрагима. А дальше что? Рассказывай ради Бога. Рита, иди потом дорисуешь. Пришли мы в лагерь. Ищем Петровича. Нет нигде. Я смотрю, из котла дым идет, черный такой. Суп сгорел. Заглянули мы с Ибрагимом в котел, а там одни угли. Котел изба очистили. А он выходит из палаты. Сонный такой. Да как крикнет: что случилось? А Ибрагим ему говорит: вот, уважаемый, мы тебе новый суп сварили. А Петрович испугался, да как закричит: как сгорел, как сварили, и давай вокруг нас бегать. А сколько мне пришлось за водой ходить к реке. О, Акупе, Акупе. Здравствуй, Акупе. Ну, Ажан. Да тут у вас настоящий праздник. Ну, говорите, зачем звали? Для своих друзей, для своих старых друзей. А Губе все сделает. Нам-то ничего не нужно. Мы себя в обиду не дадим. Вот кому надо помочь. А? Вспомни, Акупе, из нашего села перед самой войной кто-нибудь с геологами работал? Если сам не помнишь, поговори со стариками. Может быть, кто-нибудь помнит. Помоги моему внуку. Ну, зачем это вам нужно? Зачем? Человек этот, геолог, опять здесь работает. Вот Аслан его знает. Столько лет прошло. Чего же он хочет? Понимаете, он ничего не хочет. Просто он мне рассказывал, погибли у него жена и дети. Один он. Вот я и подумал, пусть встретится со знакомыми. Поговори со стариками. Не может быть, чтоб кто-нибудь не помнил. Что толку? Опоздал твой геолог. Не выйдет ничего, потому что этим человеком был мой друг, покойный Соломон. В его доме и сейчас висит сумка того человека. Ее в окно видно. Сумка? А что в этой сумке? Кто знает. Никому Соломон не позволял ее трогать, даже своим детям.
Вот здорово. Это Петровича сумка, я знаю. Можно я ее отвезу? Ничего не выйдет. Почему не выйдет? Сумка висит на месте. Надо пойти и взять ее. Соломон полгода назад умер. Сын его далеко, в Африке работает. Дом закрыт, а чужой порог так просто не перескочишь. А нельзя дом открыть? Нам же ничего там не нужно. Только сумку взять и все. Правда, правда, Агубе. Помоги нам в этом деле. Мы же старые друзья. Как это у вас легко получается? Откроем, возьмем. Вы хотите, чтобы я на старости лет забрался в чужой дом как вор и унес чужую вещь? Как у вас язык повернулся? Агубе, Агубе, А ну вас! Агубе. Пшиу! Ну и уходи. Друг называется. Не хочешь помочь? Сами справимся. Ты меня знаешь. Не узнаешь? Это же ты на своем обреке. Хочешь, подарю? А это Машо. Что, не нравится? Машо веселая, всегда улыбается. А здесь она какая-то грустная. Даже жалко ее. Одиночество, беззащитность, хрупкость. Именно это я и хотела передать. Какая же она одинокая, не понимает. Она же наша родственница. Мамина тетя. Вот я и приехал проведать ее. Нет, нет, детей у нее нет. А муж погиб на фронте. А ты приехал на один день и уедешь сегодня. Здравствуй, Машо, здравствуй. Забыл ты нас совсем, Махар. Дел по горло, мотаюсь целыми днями. Мотайся, мотайся, племянничек. Тетка твоя умрет, а ты знать не будешь. Извини, Вера, время горячее, минуты покоя нет. У меня к тебе один вопрос. Извини, конечно. Правду говорю, что ты хочешь взломать дом покойного Соломона. А что бы ты делал на моем месте, если мне надо зайти туда на минутку, а дом закрыт? Ну, есть же закон, это чужой дом. И вообще, как ты собираешься это сделать? Топором будешь ломать дверь? И что ты вообще там забыла? Может, кое-что и забыла, когда еще молодая была. Что ты сердишься, Махар? Не понимаю. Сам говоришь, дел по горло, а по пустякам расстраиваешься. Как не расстраиваться? Ко мне вот уже люди приходят, жалуются. А губе всех стариков переполошил. Садись, Махар, поговорим серьезно. Спасибо. Сын его мне какую телеграмму прислал. Какую? Просил, чтобы даже стул в доме не переставлять. Мне, говорит, ничего не Пойдем нужно. посмотрим. Правда ее в окно Понимаете, видно? Пойдем. ничего. Пусть все останется в доме, как при отце. Подумаешь, в комнате нельзя передвинуть. Лучше бы он на похороны прилетел из этой Африки. Тихо, товарищи, тихо, ну. Вон он. Пошли. Если я вас правильно понял, уважаемые, то вы решили, что дверь надо открыть. Как председатель сельсовета я не возражаю. Давайте открывать. Что? Открывай. А ну, уходи отсюда со своим топором. Зачем открывать? Дверь-то не заперта. Как только к этому человеку приедешь, сумку отдашь, сразу домой возвращайся, а то там уже волнуются, наверное. А Петровичу скажи, пусть к нам приезжает. Дай, я еще посмотрю. Только не говори ему, что тут у нас было, не надо.
Скажи ему, что Соломон берег его вещи. А это от нас, старух, ему передай. Пусть помянет семью и привези его к нам обязательно. Хорошо, поехали. Это и его дом. Где ваш Кослов? Ты, Махар, что опять случилось? Аслан уже уехал. Даже есть не стал, так торопился. Ну вот, вечно с вами в какую-нибудь историю попадешь. Что я должен ему сказать? Кому? Объясни, наконец. Ваш друг, Агубе, пришел и говорит, я Сулеймана друг, сосед, и вместо этого человека я должен с ним встретиться. Если тебя не уважаешь, то вези к этому человеку. Опомнился. А где он сам? В машине, с барашком обнимается. О, Коцлав, Коцлав. Я всегда чувствовал, что он весь своего отца. Как вы могли мальчишку с таким серьезным делом отпустить? Разве это только его касается? Ой, правда, Махар. Совсем мы об этом не подумали. Я была уверена, что и Аслан с этим справится. То-то же наделали делов. Ну ладно, может, я его догоню. Все будет нормально. Пожалуйста. Ну, пока. Вот он такой сделал. А какая зима? Да, я помню. Сколько? Юра. Кослов, ну сколько тебя ждать? Уже все написали. Один ты остался. Футбол, небось, всю неделю гонял. Солнце за горами, вдали раздался шумный гул, народ с полей идет в аул, сверкая светлыми косами. Пришли, в домах зажглись огни, и постепенно шум нестройный умолкнул. Все в ночной тиши объято негою покойной. Вдали сверкает горный ключ, сбегая с каменной стремнины, одеты пеленою туч, Кавказа гордые вершины.